А этот горшочек без соли остался. Посолили. Все. Посолила, говорит. Чуть не склопотал Юлей. И чем быстрее еду, тем ему нравится. Мы не открывали. Посмотрим, что там. Сюрприз для нас, сюрприз для вас. Чускин. Всем привет, друзья! Сегодня вот так решил начать это видео. Направил камеру на себя. Сначала я поздороваюсь, а потом уже Маша. Обычно я включаюсь, и всегда Маша в кадре, и сегодня я. Видео планируем выложить в воскресенье с утра. И я вам говорю, друзья, доброе утро. Доброе утро, доброго дня. Ну и всех наилучших пожеланий вам. И знаете, сегодня хотим показать, хотим приготовить жаркое с картошкой, с мясом, с грибами, с луком там, это все, жаркое, одним словом, в горшочках. И Маша решила, говорит, очень хочется что-нибудь в горшочках, уже давно не готовили, говорит, и давай, говорит, на сегодняшний день приготовят это на обед. То есть я только за, потому что у меня сразу промелькает мысль, как Маша начинает что-нибудь такое вкусненькое готовить, у меня сразу мысли, чтобы это все заснять и показать на нашем канале. Вот. Я не знаю, вы против или нет этого. В том, что на улице морозы, очень морозно, так 25, очень морозно. Немножко потеплело уже, но все равно. Еще морозы, и ветер такой пронизывающий. И осенний холод, он такой, что он очень холодно. Не привыкшие, что ли, и влажность большая, и очень, Короче говоря, я буду снимать. Сейчас разверну камеру. Маша там уже приготовила и горшочки, и мясо, и грибы, и картошку уже порезала. А я буду дальше снимать. Ну вот, друзья, Маша уже, видите, занята. Режет мясо. У нас такое мясо где-то полкило, наверное. Всем привет, дорогие друзья. Вот. Я уже так опередил тебя, Маша, рассказал, что будем готовить. Жаркое в горшочках. Да. Ну и там на мясо, конечно, пришел там наш рыжик. Смотрите. Что у нас есть? Мясо, грамм, сколько тут? Полкило-то есть там, говорит? Да. Где-то примерно полкило. И потом вот картошечка, вот смотрите, какие кубики. На кубики наши. Не очень крупные. Там грибы. Грибы у нас не шампиньоны. У нас белые грибы. Собственный сбор. Морковка и лучок. Вот так. Ну и там эксперт, конечно, там, вот смотрите, сидит. Мясо чует. Мясо чует, малыш наш. Барщик пока еще не пришел. О, нет. Да. Говорит, дай, говорит. Это же, говорит, мясо. А я, говорит, хищник. Вот. Там еще растительное масло. Это для того, чтобы обжаривать. Вот. Готовить сегодня будем, друзья, в духовке. Потому как печку мы уже с утра упустили момент. О, малышка там кушает. Вот. Ну а духовка, она всегда когда включил, тогда и можно готовить. Что? Тырмас? Да. Тырмас. Ну-ка, мясо так я хочу посмотреть. Мясо режет Маша не очень большие кусочки такие. Маленькие кубики. Маленькие кубики. Вот. Все, друзья. Потом уже как будем обжаривать, там включилось еще. И порядок, как будем собрать эти горшочки.
порядок слоев, что ли, или как это правильно назвать. Ну-ка, малыш, ты что? Папа нас. То. Это уже наглёж считается. Ты не допускай, а то она потом привыкнет так. Так тоже нельзя. Бандитка. Малыш. Вот как катаю я ее. Смотрите. Она любит кататься сейчас. Вот смотрите, сейчас буду кататься. И она будет наслаждаться катанием. Иди. Иди. Катаю ребенка. Ребенка катаю. Вот она устроится так мне на подголовник. И катается. Довольная. А для меня тоже тепло вот здесь. Малыш. И чем быстрее еду, тем ему нравится. Ну-ка, где там мама у нас? Где там мама у нас? А? Малышок. Вот так. Вот так и проходят у нас дни с малышом. Сейчас холодно, не выходит. Сейчас холодно, да. Как дверь откроем входную, уши так прижмет, как холод подует, сразу на заднюю дает. Вот. В туалет, подвал ходит. Уже на улицу не ходит. Хитрый тоже. Да? Ча, не хочешь меня погреть? О, вот такой у нас малышка. Значит, наливаю масло растительное и будем потом обжаривать мясо. Ну, мясо Маша нарезала вон. Смотрите. Ну, 5-10 минут на таком сильном огне. Сейчас пока греется, я лук нарежу. Ну, Маша хочет сразу за раз там обе комфорку включила и на двух сковородках. На одной будет жарить мясо, чисто мясо, а на другой будет жарить лук и морковку. И грибы. Да? Чуть не забыл. Грибы. О, грибы, да. Чуть не забыл про грибы. О, какие красавцы. Это белые грибы, друзья, у нас. Замороженные, правда. Немножко отваренные и замороженные. Вот. Ну а там уже дожидаются, вот, друзья, смотрите, такие горшочки. Сковородка нагрелась, друзья, ее Маша отправляет это все. Слышите, наверное, шкварчит. Я сегодня туда поближе, что-то я и не подошел, подъехал сегодня. Камеру не установил туда. И он, вторая сковородка, там уже туда лук. Ну вот, так, на 8 поставлю, чтобы быстрее. Ну, я так понял, чтобы это все запечаталось, давайте. Да. Ну, чтобы образовалась, жарим, чтобы румяная корочка образовалась. Кладем морковку. Румяная корочка появляется. Мы еще немножечко обжарим, пусть подрумянится еще. Так, немножко мяса поперчу. Так, смотрю, там морковка и лучок готовы почти. Так, добавляем грибы. Грибы Туда же. пошли у нас. А теперь все вместе здесь обжариваем. Грибы
с луком, с морковью. Мясо уже готово. Ну и осталось вот это обжарить еще немножечко, минут 3-5 минут. Пока там, друзья, у нас жарятся грибы, лучок и морковка, Маша натирает Сыр. сыр. Ну, сыр чисто для шапочки сверху. Сверху, чтобы, да? Да. Чтобы он растаял. Хотите с корочкой, хотите без корочки, чтобы получилось там. Ну, когда я покажу поближе, как готово выглядит. Вот что готово. Обжарили это не готово, а просто Но все обжарили равно покажу. немножечко. Я же оператор, Маша. Да. Я без работы потом останусь, если я не буду показывать. Это выключили, значит. Так. Ну что, друзья, у нас начинается сборка горшочков. Такая. Все равномерно должно происходить. Сейчас сюда мясо и грибы сюда сейчас Маша поставит. А смотрите как. Так, кладем мясо. Равномерно кладем мясо. У нас мясо, не солили мы мясо. Солить будем сейчас уже. А поперчить поперчили. Чтобы все горшочки были мясо одинаково. Постараюсь. Никого не отделить. Да. Ну, так, равномерно все выложили. Так, потом, значит, я это мясо буду солить. Ну, соль, думаю, каждый уже знает, как и что кому нравится. Кто-то любит, чтобы посоленее было, кто-то не любит соленые блюда. Так, потом, или здоровье значит, не позволяет. кладу картошку. Я У нас молчу. горшочки не очень такие большие. Ну, как раз порция. Вот как раз порция. Утрамбовываю пока вот так, чтобы влезла у меня морковка и сыр. Картошку тоже немножечко посолю. Каждый слой солим. А этот горшочек без соли остался. Что? Посолила, говорит Маша. Чуть не склопотал люлей. Тоже солим. И добавляем сюда, что у нас? Сыр. Вот такой растертый сыр. Сюда добавляем воду. Ну, где-то половину горшочка надо воды добавить. Ну и как же без лаврушки. Вот Маша приготовила там пол-листочка лаврушки на каждый горшочек. И для аромату. Что вообще эта лаврушка дает? Аромат, да? Так, значит, это Как шапочки. А у нас, друзья, уже там
Поставили, включили духовку греться на 180 градусов. И пускай вот нагреется, а потом уже будем отправлять наши горшочки туда, в духовочку. Ну что, процесс сборки завершен. Вот как выглядит. Ну и само собой еще крышечки закроем, конечно. Ну и если там кому нравится корочка из, ну, сырная такая корочка, за 5 минут до того, как вытаскиваем, открываем крышечки и так где поддержим, и все. Я правильно все рассказал, да, Вадимаш? Да. Ну, наша духовка согрелась до нужной температуры. И мы отправляем в духовку. Духовку, значит, отправили на час. 180 градусов на час. Плиту я выключила. Духовку, Маша, духовку. Ой, духовку я выключила, да. Час прошел, друзья, ровно час. Мы даже это самое не открывали ничего и ну, посмотрим, что там сейчас вот Маша вытащит. Ну, как уже говорил, что если хотите там с корочкой, что открывали, но мы не открывали. Мы не открывали. Посмотрим, что там. Сюрприз для нас, сюрприз для вас. Ну-ка, поближе там. Поближе, Маша, там. О. А ты открой, пожалуйста, что там у нас творится. Ого. О, смотрите, друзья. Даже не открывали крышку. И такие румяные. Сыр растаял так. И умеренная такая, умеренная корочка типа. Ну, не подгорел сыр, а именно прилип немножко. Ну, сыр, смотрите, растаявший и румяной корочкой. Да, не надо было крышку открывать даже. Чудесно вообще. Ну, вообще красиво. И аромат дома стоит очень вкусный. Очень вкусный аромат. И, конечно же, мы сейчас будем пробовать, то есть, и, как говорится, поставим оценку этому блюду, как у нас получилось. Вот так. Лишнее закрывай. 2 горшочка. А 2. Давай немножко, пускай хотя бы остынет. Оно ужасно горячее сейчас, он прямо после духовки. Хотя бы минут 5 там, пускай подостынет немножко. Сейчас, друзья, сначала я вот покажу, что там у нас. А потом уже тоже приступлю. О, грибы там сразу сверху. Уф, пар идет. О. Горячий. Горячий, аппетитный. Картошечка. Ну, картошечка-то приготовилась. Не самое интересное добраться до мяса. Как там? Мясо. Горячее. Горячее. Я подожду, пока подостынет. Я же говорю, что она бешено горячая. Надо, чтобы подостыл. Ну-ка, что там? Достаньте мясо еще. Где там мясо? На самом донышке же мясо. Ну-ка, приготовилась, нет мяса? Горячее, очень горячее. Мягонькое мясо, да? Мясо Ну, мягкое. Не могу есть еще Ну, горячо. конечно, это еще горячо. Я же говорю, подождем минут 5. Что сказать? Сейчас попробую я, друзья. Так, достал я мясо. Мясо приготовилось. Самое главное тут. А грибы, да.
Картошка, она, конечно, приготовится, раз мясо приготовилось. Горячее. Подождали немножко 5 минут. Горшочки все равно горячие, потому что это все как бы надо на тарелку, наверное, или что ли. Но горшочки горячие. Надо, чтобы он подостыл. Потому что не может он остыть, как бы закупорено вот этим сыром. Вкусно. Остынет, надо кушать горячее, если она слишком. Да. Ну, примерно вот показали, как мы это делаем, друзья. Если понравилось, попробуйте сделать так тоже. Солью не перебарщивайте, и у нас вот как раз нормально получилось. Ну и пресная еда тоже, я думаю. Я люблю вот, чтобы соленая была еда. Почему-то с детства, и почему вот батя у меня ел, кушает всегда соленую. Сейчас уже под старость, уже, конечно, он не так соленый. Раньше на охотничьей избе кушали, да, или на сенокосе с батей, да, невозможно было. Если он успеет туда соль положить в тарелку, все, суп это уже едим. А потом вот и привыкли. И тоже соленым я люблю есть. Маша, так-то она, наверное, она, когда пришла, не очень соленое любила. Сейчас тоже как я стал. Потому что для меня это все солит. Так же, вот. Вкусно. Все вкусно, уверяю вас, друзья, очень вкусно. Это обед, ужин, как можно сказать, хоть как называйте. Главное, вкусно все. Приготовить-то тоже не очень долго, просто вот час там духовкой. Пока там час духовкой-то лежит, можно там чем-нибудь другим заняться. Вот. А сейчас потом мы самую покушаем, потом надо Умку кормить. Умка что-то у нас, Умочка, капризничает, не кушает. Вроде бы такая шустренькая, вот заходила в дом. Вот сейчас кадры, наверное, поставлю. Заходила в дом, она вот погоняла немножко малыша. Вроде ничего. Малыш тебя съест. Парсиштас. Парсиштас. Главное вовремя. Главное маневр. Да? Главное маневр. Успеть сходить. Умка. Главное вовремя убежать. Gimana ulas? Itu ya. No muyutan. Конечно, когда он дружный, тази истерика. Чичан цитани. Парсиштас. Умка, матишанишкен цитда. Только умка. Segera polisi. Малыша вроде не чувствуется, что чем-то больна, но как бы жует на одну сторону. Может, больной зуб. Вроде бы посмотрели рот, там чистенькие зубы, и ничего там не застряло. Не знаю. Вот. Ну, после того, как мы покушаем, сейчас будем кормить. Сегодня решили Умку накормить творогом. Может быть, хоть творог хоть покушаем. Не знаю, что случилось. По девичьи, так сказать, тоже еще не хочет гулять. Ничего такого нету признаков. Но не кушает. Линька есть. Может быть, вот кто собаководы, может скажут. Линька все еще идет. Вот так. Ладно, отошли мы от этой темы, главной темы. А теперь что? Будем заканчивать. Угу. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Да. Пока-пока. Заходите в гости, и всегда будем рады вас видеть на нашем канале. Делайте, пробуйте тоже так же с нами. Готовьте, как мы, готовьте с нами, готовьте лучше нас. Всем пока. Пока-пока.